Здравствуйте! Вы смотрите передачу «Авторивьера». Сегодня у нас обзор необычного автомобиля. Автомобиль военно-промышленного комплекса России ГАЗ-39-371 «Водник». Мы на нем проедем по Кодорскому ущелью, по бездорожью, по пересеченной горной местности. Протестируем его. У нас есть возможность насладиться всеми его качествами проходимости по бездорожью и оценить. Будем пробовать. Вначале у нас небольшая иллюстрация армейских бронеавтомобилей. В тенденции развития современной армейской техники наблюдается особый интерес к многоцелевым бронеавтомобилям с широким спектром применения. Бронеавтомобилями условно считают колесные машины, полностью или частично защищенные броней, с вооружением и системами его обслуживания. А основным назначением является огневая поддержка действий разведывательных и пехотных подразделений. Наиболее широкое применение бронеавтомобилей получили в ходе локальных войн и вооруженных конфликтов. Эти формирования в основном вооружены стрелковым оружием, легкими противотанковыми средствами и средствами ПВО. Высокомобильная машина, обладающая высокой проходимостью, может быстро перемещаться по любой местности, преодолевать броды. Российскую военную часть, дислоцированную в Абхазии, уже укомплектовали бронеавтомобилями ГАЗ-29-751 «Тигр» для решения насущных задач. Безусловно, легкие бронеавтомобили актуальны и для абхазской армии. В годы Отечественной войны народа Абхазии гражданские внедорожники своими силами оборудовались стрелковым оружием и минометами. Автомобиль, который мы сегодня представляем, ГАЗ-39-371 «Водник», является высокомобильным армейским автомобилем высокой проходимости, многоцелевого назначения. Он может эксплуатироваться в любой местности при температурах от плюс 50 до минус 45 градусов. В горной местности может преодолевать перевалы до 4650 метров выше уровня моря. Может перевозить 11 человек личного состава и 1100 кг груза. Его масса без снаряжения 6 тонн. Кузов целиком бронированный. Его длина 5900 мм, это почти 6 метров. Ширина 2600 мм, высота 2150 мм. Ширина колеи 2230 мм, что значительно шире, чем у гражданских автомобилей. Машина оснащена двигателем Toyota объемом 6,7 литров, мощностью 150 лошадиных сил, пятиступенчатой коробкой передач и раздаткой, двумя ведущими мостами. У «Водника» независимая торсионная подвеска, гидроусилитель руля. Шины оснащены автоподкачкой для регулирования давления в шинах во время движения. Машина способна преодолевать крутые подъемы и сильные боковые крены. Дорожный просвет при полной нагрузке составляет 47 см. Два топливных бака общей емкостью 175 литров позволяют проехать около 800 км по шоссе. Максимальная скорость по шоссе 112 км в час, по грунтовым дорогам около 60 км. Автомобиль также оборудован двумя лебедками с тяговым усилием 8100 кг, обогревателем и кондиционером. Машина разделена на три отсека. Это отделение управления, боевое отделение и моторное отделение. Для автомобиля «Водник» предусмотрено около 26 различных сменных модулей в зависимости от характера решаемых задач. Это модули для размещения различного вооружения, командно-штабные модули, для станций технической разведки, для разведывательно-диверсионных подразделений, а также для полицейских формирований и медицинского обеспечения. На крыше этого автомобиля в данном случае установлены герметично закрывающиеся баки для хранения багажа. Это бронированный автомобиль. Здесь вот есть люки, о которые можно стукнуться, поэтому здесь первым-наперво надо одеть шлемофон. Вот такая вот штука, чтобы уберечь себя. Здесь в лесу, в горах оказать медицинскую помощь точно будет некому. И вообще на
на бронетранспорте, в военном транспорте это обязательно. Здесь и в салоне люки, и вот на пассажирском сиденье тоже есть люк. В общем, автомобиль военный, железный, бронированный. Его вес 6 тонн, а в снаряженном виде с полным экипажем, с горючим 7,5 тонн. Он еще и плавает. Будем пробовать, проверим его по нашему бездорожью. Попробуем доехать до озера Амткял. А теперь заведем звук танка. Чувствуешь себя тоже как в танке, за броней. На водительском кресле довольно-таки свободно, а вот рядом на пассажирском чуть тесновато. В заднем салоне 5 мест и столик там, куча свободного места, а за мной место радиста. В общем, будем штурмовать наше бездорожье. Сегодня мы вот по Кадорскому ущелью 2 дня здесь будем находиться. Проедем по этой горной пересеченной местности, фактически по бездорожью полному. Проверим этот автомобиль. Заодно мы увидим маршруты, которые есть на Кадорском ущелье. Правда, труднопроходимые. Машина очень мягкая, у нее торсионная подвеска, так что можно сказать, что она плывет по бездорожью. Водить ее, в общем-то, ничего сложного. Угол поворота у этой машины изначально он так заложен маленький. На поворотах надо быть очень внимательным. Вот. 2-я, 3-я. И поехали. Днище машины, как и весь кузов, защищено броней от взрыва мин. На ухабах, если ехать резво, машину подбрасывает высоко. При этом она успевает буквально пролететь некоторые препятствия. Удары днищем об скалистые гребни мало чем угрожают машине. Если вы отправились покорять бездорожье, а тем более в горной местности, надо прихватить с собой все, что вам может пригодиться. Топор, лопату, можно и бензопилу. С ее помощью вы сможете легко спилить перегородившее дорогу дерево. И, конечно же, следует соблюдать все меры безопасности. К примеру, если дорога проходит по краю пропасти, да еще имеет уклон, то лучше остановиться, оценить ее. Если вы решили, что сумеете безопасно преодолеть этот участок, следует ехать на небольшой скорости, без рывков. Конечно же, серьезные препятствия следует проходить с разгоном, но если дорога узкая и есть опасность сойти с нее в глубокий кювет или пропасть, то от разгона лучше отказаться. При преодолении очень крутого подъема также есть опасность, что машину может развернуть, и она сойдет с дороги. Может случиться ситуация, при которой вы застряли на вершине крутого склона, тогда сдавать назад следует плавно, переключив раздатку на пониженную. Всех ситуаций описать невозможно, надо быть крайне внимательным на такой дороге, трезво оценивать возможности машины и свои навыки вождения. В нашем случае еще надо не забывать, что наш бронеавтомобиль весит около 7 тонн, и съезд с дороги может иметь чреватые последствия.
Чем выше мы поднимаемся, тем холоднее. На лужах не растаявший за весь день лед. В лесу слегка заснежено. Мы как будто проехали какую-то границу, и вот очень быстро нас окружила зимняя атмосфера. Мы движемся по просеке в направлении озера Амкел. Следим за направлением по карте на смартфоне. Местами попадается лишь колея, оставленная тракторами лесорубов. Вот тот случай, когда, набрав разгон, машину вынесло из колеи, и мы завязли в заболоченном месте. Попытку раскачать машину и подкладывание веток так и не дали ожидаемых результатов, хотя подвижки были. В этой поездке лебедка в который раз стала нашим спасением. Благо, деревья, к которым мы цепляли трос, в этом лесу растут на каждом шагу. Я собирался стравить с шин воздух, как и следует, на таком грунте до 0,8 атмосфер. Тем более краник регулировки давления в шинах находится в салоне, и это можно сделать на ходу. Но, увы, этого сделано не было. Откладывал на потом, пока трижды не увяз в заболоченных от родников местах. После того, как мы стравили воздух до нужных 0,8 атмосфер, проходимость заметно улучшилась. И, скорее всего, мы бы преодолели все препятствия, где мы прежде застревали. Как говорится, на своих ошибках же и учимся, набираем опыт. Если наша машина увязнет или сломается, здесь нет мобильной связи и у нас нет другого транспорта. И неизвестно, как далеко придется идти пешком за трактором. Всегда желательно в подобные поездки отправляться на двух машинах. Конечно же, учитывая вес этой машины, по бездорожью, хотя у нее очень хорошая проходимость, но если машина завязла, вот мы 3 раза пользовались помощью лебедки, которая нас выручила, потому что вытащить застрявшую машину весом 6 тонн нереально. Лебедка с этим прекрасно справилась. Буквально плавает машина. Но она на самом деле еще плавает. С полным экипажем она может проплыть переправу. Вот такая мягкая машина. Правда, подбрасывает хорошо.
После того, как мы увязли в третий раз, нас вытащила лебедка. Затем удалось развернуть машину, поскольку дальше нас ожидал тупик. Но и проехать по тому месту, где мы только что увязли, было бесперспективным, поэтому мы рискнули, объехав это место по лесу, где непонятно какой рельеф под снегом и зарослями. Но попытка оказалась успешной. Мы выбрались и поехали в обратном направлении. Уже стемнело, ехали в ночи, чтобы доехать до более равнинного места и устроиться на ночлег. С утра мы отдыхали, наслаждались природой около озера Амткел, и мы выехали в направлении Сухума. Танк завели. Абсолютный звук танка. Поехали. Я уже так освоился, второй день за рулем. Ну, в общем, машина довольно предсказуемая. Вот, проходимость у нее отличная, но лучше нигде не увязнуть. Без помощи лебедки вытащить эту машину сложно. Никакой джип ее не вытянет. Где только мы не проезжали, к сожалению, невозможно снять все. Но были очень такие экстремальные условия. 3 раза мы воспользовались лебедкой. 3 раза успешно. Потом объехали по просеке вообще один очень тяжелый участок. Это еще не конец передачи. Должны ведь мы проверить, как наш автомобиль водник преодолевает брод. Вот здесь мы поплаваем сейчас.
Если глубина воды более чем 1,20 м, то машина теряет сцепление с грунтом и начинает плыть. Выбрали место брода, это выше Кивасурского моста. Форсируем бурную после дождей реку Кивасур. Как видите, все прошло довольно-таки гладко. Герметичность водника оказалась почти идеальной. Машина с поставленной задачей справилась. Вот, наездились, покатались. Впечатления замечательные. Тест-драйв завершен.